Испытано на себе. Да, друзья, мы буквально только подъехали в пожарную часть, и сразу практически минут через 15 произошел вызов. Сейчас все автомобили из гаража буквально в течение 1 минуты выехали. Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. В эфире передача «Испытано на себе». И сегодня мы находимся в пожарной части номер 6 города Якутска. Буквально сейчас все автомобили выехали на вызов, сработала пожарная сигнализация. Я надеюсь, что это было ложное срабатывание, но сегодня мы вас познакомим с профессией пожарного и, думаю, расскажем много интересного об этой профессии. Друзья, ну что, пока сейчас выехали автомобили на вызов, мы зашли в диспетчерский пункт. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы уже знаем, что это было ложное срабатывание, есть пока вроде минутка тишины. Ольга Владимировна, скажите, как происходит вот эта связь, получается, по вызову и взаимодействие с пожарной частью? У нас на центральный пункт связи на Дзержинского 35, 112, 101 звонят. Поступает вызов, вот как вот сейчас вот поступил на Пушкина 21, на 9-этажный жилой дом. Нас по радиостанции они вызывают, говорят, какой вызов, какой объект, значит, на какой улице. Мы отправляем технику, силы, средства. И вот у каждой части свой район выезда. И вот так вот. Вся работа идет через центральный пункт связи, через ЦППС. То есть они делают распределение по районам, да. И уже в зависимости от этого... Как бы они не делают, у нас расписание выезда, по расписанию выезда они работают. Вот, допустим, если Пушкина это наш район выезда, да, значит, допустим, там Дзержинского поделена, это район выезда первой ПСЧ. И вот так вот город у нас разделен на свой, у каждой части свой район выезда. А ваша радиостанция, получается, покрывает полностью весь город, то есть пожарная часть, пожарные машины, если выезжают, пожарные машины, если выехали в любую часть города. Да. Наша радиостанция, она покрывает весь город. Выезжает 2-я часть, 3-я часть, 4-я, 5-я. Мы слышим полностью все. Вы все переговоры слышите? Все переговоры слышим. Плюс еще же у нас пригороды. Житай, Табага, Кильдямцы, Хатасы. Мы слышим полностью все. Маган. Потом у нас же 2 еще способа. Вот способ в Магане, в Якутске способ. Это охраняют аэропорт. Мы тоже их слышим. То есть все, получается, все пожарные слышат все, что происходит в городе? Да, мы работаем на одном канале. Сейчас был ложный вызов, я слышал, что это было пригорание пищи, да, простое. Да. Часто бывают такие вызовы? Да, достаточно часто. У нас же установлены пожарные сигнализации, и вот эти пожарные сигнализации, они выведены вот на центральный пункт. Вам бы вот на Дзержинского 35, там интереснее. У них вот выведена эта пожарная сигнализация. У них, значит, если срабатывает пожарная сигнализация, очень много сейчас установили же на 2-этажные жилые дома пожарной сигнализации. У них вот тоже стоит такой большой телевизор, и у них срабатывание идет по этому телевизору, звуковой сигнал, и, значит, и они вот сразу это отправляют машины. Хорошо, мы вас не будем отвлекать. Спасибо большое за интересную информацию.
Ну что, пожарный караул вернулся, вызов был ложный, по пригоранию пищи сработала сигнализация. Ну а сейчас мы можем начать наш рассказ и знакомство с профессией пожарного. Находимся мы сейчас в комнате, где размещены средства защиты, такие как дыхательные аппараты. Поподробнее нам об этом расскажет Афанасий Кириллин. Приветствую. Из чего состоит, какую функцию выполняет данный аппарат? У нас аппарат АП «Омега». Мы на пожаре пользуемся, то есть в НДСе непригодной для дыхания среде. Так, у нас тут баллон, он с сжатым воздухом. И примерно получается на 40 минут человек дышит с аппаратом. И вот маска, газодымозащитник, получается, одевает, включает баллон и заходит в непригодной для дыхания среде. Если обнаруживаем мы пострадавшего, сразу вытаскиваем маску спасаемого, одеваем его на голову и включаем на переходник. Находится он на лямке, да? Да. И он уже свежим воздухом дышит. В основном у него баллон, он металлокомпозитный, вот, подключен к редуктору и подвесная система. Все как бы расположен вверх ногами, Да, вот так. Угу. Можете надевать. Так, ну, я думаю, давайте сейчас попробуем. Мы еще обязательно полное обмундирование пробуем. С этой стороны. Травон. Ага. Свои ремни. Вот этот баллон, он в обязательном порядке надевается всегда, да? Или только при присутствии? Всегда одевается. Перед включением, получается, вот надо открывать. Надеваем. Большая голова, да? Размеры разные, да? Размеры разные бывают. Это уже непрерывно, он подает уже свежий всегда воздух, да. И после того, как, допустим... В случае, например, если вот воздух заканчивается, да, у него есть манометр со свистком. Он закрываем баллон, и вот травим. И вот газодымозащитнику, например, если у него заканчивается воздух, ему подается сигнал вот такой характер. И должен уже в это время он входить в свежий воздух. Сколько остается, получается, кислорода? Ну там на 5 минут где-то так вот. Ага. То бишь мы после пожара приезжаем пустыми баллонами, сразу меняем на полный. И пустые уже отдаем на заправку. Кстати, мы сейчас можем попробовать это сделать. То есть этот у нас баллон уже пустой, да? Да, Я под да. вашим наблюдением могу это провести, да? Это, наверное, тоже, они, получается, иностранного производства, да? Армотек. Ну, все иностранного это производство. Иностранного только... Слушайте, но он легкий. Сертифицированный, да. Гораздо легче, чем металлический. Да, металлический он больше. Композитный. Сколько, по ощущениям, килограмма 3, по-моему, весит. И убираем его куда? В пустые, вот пустые, да? Ага, значит. Так, какой можно взять? Любой. Наполненный уже любой берем. Наполненный. Как и сразу. Да, прикручивается редуктор.
Эту процедуру делает каждый пожарный, да? Или... Да, каждый пожарный, каждый газонозащитник. То есть каждый газонозащитник, он проходит аттестацию, должен пройти степ-тест, Ага. и психологическую подготовку должен уже быть. Он должен был, готовым должен быть к тушению пожара. Так, я все правильно есть делаю, да? Вот тут, мне кажется, как-то... Вот так Центровать возьмите, надо. вот так. Ага. И вот сюда вот так, ага. Просто плотно затягиваю все. Ага. Все? Так, и закрепляем. Да, вот. Ну, по идее, вот эти аппараты у нас в машинах лежат. А, А эти, да, резервные, да. И вот перед тем, как заступлением на дежурство, мы аппарат проверяем на целостность и работает ли она. То есть в этом аппарате Q9V. Вот, и у нас муляж, аппарат, то есть маску сюда подключаем и проверяем на избыточное давление и срабатывание сигнального устройства. То есть оно работает же на вдохе? Да, да, дух Открывается получается. клапан? Да, у него вот тут мембрана. И эта вот мембрана, например, каждый раз ты вдыхаешь, и вот она работает вот так. А первая проверка, это получается вот перед каждым, ну, перед заступлением на дежурство, боевое дежурство. Да, это обязательно проводится. То есть на исправность аппарата. А вдруг, например, на пожар выезжаешь, и там она, если не проверил, то вот, ну, всякое может быть. Лучше быть застрахованным. Да, конечно. Да, и перед тем, после этого записываем журнал первой проверки. Это все газозащитники так проверяют. Хорошо. Ну, действительно, вообще это только один из элементов средств защиты пожарного. Еще мы далее вас познакомим непосредственно с самим обмундированием, с костюмом пожарного. Все это будет далее в нашей программе. Испытано на себе. Испытано на себе. Мы переместились сейчас в следующее помещение, продолжаем свой рассказ про профессию пожарных. И это помещение называется «Для мойки и обслуживания рукавов». Вот вы можете их видеть за моей спиной. И сейчас Валерий Петров расскажет об этом более подробно. Здравствуйте. В общем, рукава мы используем диаметром на полста 1, 66 и 77 внутренний диаметр. То есть эта магистральная линия на диаметр рукавов на 77, она идет непосредственно от автомобиля до разветвления. На разветвление мы уже ставим рабочую линию 66, либо полста 1. Но, как правило, мы работаем на полста 1 после разветвления. Так, здесь у нас в помещении находится установка для мойки рукавов. То есть, допустим, с пожара приезжаем, грязные рукава у нас, да? В ванну набираем воду, и они отмачиваются, запускаем мойку, суем один конец с этой стороны, там щетки, они крутятся, и посюда уже вытаскиваем чистый рукав. Чистый, но мокрый. Чистый, но мокрый, да. Вот есть для продувки и сушки рукавов установка. Вот, допустим, рукав мокрый, сюда его подсоединил. Или если, допустим, 77 либо 66 через переходную головку тоже можно подсоединить. Температуру выставил воздуха, поток, и продувка либо сушка. А сколько времени уходит на то, чтобы вот полный процесс один рукав промыть и просушить? Но они сохнут не так быстро. Ну, моется он быстро, минут, может, за 5, за 7 можно помыть. Так вот. Ну, это отдельные дни. Ну, так. То есть это отдельный день специально? Нет, ну, это просто каждый день это не происходит. Допустим, сейчас зима, рукава слишком не нравится. Летом тоже как бы сильно так. Редко-редко грязные рукава. Ну, у нас вот в основном все более-менее чистые рукава. Это уже получается чистый Это рукава? резерв рукавов у нас, да.
Вот. Это у нас установка для испытания рукавов. То есть подается вода сюда, либо с пожарного крана, либо с автоцистерны. Нагнетается давление, и получается здесь уже стоит рукав, заглушенный с другой стороны стволом, либо заглушкой. И регулируется вот регулятором давления. Давление 10 очков, допустим. Вот так вот. Это испытание у нас проводится 2 раза в год, весной и осенью. Каждый рукав испытывается? Да, каждый рукав испытывается, да. Если утечка, там протечка, от повреждения какое-либо, на ремонт сразу идет. Ремонт здесь И производят. это же можно ремонтировать? Да, вот ремонтируем здесь. Сюда рукав тоже есть, на 77 у нас диаметр, да, полугайки. Переходную головку ставим, допустим, 77, полста 1. Здесь, проволоку берем, наматываем на рукав, и получается, вот кнопка, на нее ногой нажимаешь, выставляешь скорость. Но здесь только либо влево крутит, либо вправо крутит, как кому удобно ремонтировать. Скорость выставляется внизу, в общем, там. Вот. И стоишь, получается, просто вот так и регулируешь натяжку уже. Ничего сложного нет. Это для перекатки рукавов. То есть рукава с той стороны, с этой стороны загоняются по роликам. Перекатка это, если длительное время рукава не использовались, допустим. Вот так сейчас. Вот, допустим, вот перекатка, да, то есть с ребра на ребро, на другое. Она называется перекатка рукавов. А каким образом вообще вот он... Это же это брезент, да, я правильно? Да, что брезентовое. И если здесь протечка, то каким образом? Делается чулок, шина, кто как называет. Вот так вот. Допустим, просто накладывается, зашивается внутри и накладывается. А вот у нас в регионе в сильные морозы, вообще вот я так думаю, что так как это вода, рукава замерзают. Как с этим? Рукава замерзают, получается, если какой-то пожар, что-то, работаешь со стволом, обязательно нельзя закрывать, ствол, чтобы постоянно вода текла. Не сильно, конечно, но когда, допустим, вот со стволом работаешь, вошел на разборку, да, конструкция, немножко призакрыл рукав, но не до конца, чтобы вода, постоянно текла. Была проточность. Да. Также разветвление тоже. Все вот так. Особо-то больше сказать нечего. Все, подводя итог, то, что я понял, значит, это у нас рукава более большого диаметра, они подключаются непосредственно к автомобилю, и затем идет после разветвителя, подключается рукава более меньшего диаметра. Разветвитель может, допустим, на 3, да? Да. У нас трехходовое разветвление. Вот, в принципе, большое спасибо. Так, я думаю, что тоже много достаточно полезного узнали. Я, например, даже не думал, что действительно рукава, они замараются, их нужно мыть и просушивать. Поэтому мы двигаемся далее. Сейчас мы вам расскажем непосредственно про пожарный автомобиль и про пожарное обмундирование. Но сейчас мы вновь находимся в гараже. Сегодня мы уже видели, как на вызов выехали все 3 автомобиля. И сейчас рядом со мной Егор Петров, старший водитель. Егор, можешь нас познакомить поближе с пожарными автомобилями? Да, это пожарно-спасательный автомобиль тяжелого типа. Получается, северное исполнение на полном. У него полный ход, 4 ВД у него, 6 ВД вернее. Так. Северное исполнение, имеешь в виду, он прямо рассчитан на... Северное исполнение у нас за счет чего? У нас получается на нем установлены 3 вебасты. Одна подогрев идет сразу на двигатель, одна идет на подогрев салона, это кабины, и одна у нас установлена в бойцовке. Это где переезжается личный состав. Личный состав ведет связь с водителем и с начальником караула, либо командиром отделения через специальное переговорное устройство, которое находится в данном отсеке, чтобы они видели уже перед тем, как прибывают к месту, чтобы какая-то информация поступила, допустим, от командира отделения или от начальника караула, что брать, допустим, какой уже, допустим, ранг пожара, если что-то уже известно, да. Расчет 4 человека, да, здесь могут поместиться?
Да, здесь расчет 4 человека получается. Сейчас заглянем в кабину. В кабину, где находится, соответственно, непосредственно сам водитель. Очень высокая машина. Ага, так, Егор, мы сейчас внутри. Что здесь, какие есть особенности? Ну, в принципе, особенностей каких особо-то нету. Как бы обычный автомобиль. То есть, как я изначально уже говорил, это у нас, получается, зажигание включается. Включается у нас переговорное устройство. Автомобиль заведем. Водитель может напрямую работать отсюда, прям с автомобиля, с кабины, не выходя. Здесь у нас стоит бортовой компьютер. Также может включить насос, напорные, ну, так же, как я уже говорил, напорный левый, напорный правый. Прямо отсюда он может подавать. Все из кабины, да? Да, все из кабины. Здесь также, получается, командир отделения либо начальник караула переезжает, не передвигается к месту пожара. Также сразу здесь присутствует кислородный баллон, получается, маска спасаемого. Ну и водитель, конечно, наши суровые, получается, уже зима, холодно, с собой перевозит рукавички теплые, бушлат, какие-то свои там вещи укрепленные уже, чтобы на пожаре, чтобы как бы сразу одеться. Пожары могут быть долгие. С собой всегда возят, конечно, несколько комплектов одежды. То есть где-то может замочиться, там промокнуть, чтобы переодеться. Особенно это, конечно, это рукавицы, ботинки, ну, что-то такое необходимое. Так, ну а сейчас переходим в этот отсек, называется он бойцовка по-простому. Как я говорил, сразу у них закреплены уже баллоны. То есть он садится, допустим, при выходе, допустим, если надо, откидывает, застегивает и уже выходит. То есть у каждого у него закреплено. Да, я, кстати, думал, неудобно же с баллоном находиться внутри автомобиля, а тут Да, получается здесь уже все сиденье продумано, да, сразу- техника современная. То есть вот он закрепляется сюда, и он здесь, получается, находится всегда. То есть его не надо снимать, одевать постоянно. Бывают такие моменты, что, допустим, они как бы не нужны на пожар. Допустим, там дают, допустим, переехало первое отделение какое-то, если, допустим, чужой район, говорят там, допустим, там на разборку крыши, там на разборку сооружений, то есть баллоны не требуются, там просто надо помогать. Бывают такие моменты. Тут же у нас сразу переводятся стволы. Вот это у нас стволы получается. Здесь у нас хранится, получается, гидравлический инструмент. Тут отсюда мы забираем, вытаскиваем шланги гидравлические, подцепляем и работаем уже с гидроинструментом. То есть где-то нужно отрезать, ножницы, разжимы, зажимы и так далее. В летнее время мы перевозим с собой пожарные, вернее не пожарные, спасательные жилеты. У нас здесь она как бы машина пожарно-спасательная, автомобиль. И поэтому у нас предусмотрено, что мы перевозим с собой лодку, спасательные жилеты. У нас здесь тоже также находятся пилы, также находятся бензорезы там, для вскрытия там, каких-то конструкций, тех же гаражей, там, если не можем попасть. В принципе, бойцовка такая, как бы, как сказать, она просторная, места хватает, как бы. Также вот переговорное устройство, на котором тут видеокамера. Нажимаем и разговариваем, допустим, уже с командиром отделения или начальником караула, дает какие-то уже инструкции. Так, здесь помимо двух пожарных автомобилей, я могу ошибаться, ну, то есть могу назвать цистернами, да, пожарные автомобили? Пожарно-спасательный автомобиль. Да, есть еще автомобиль с лестницей. Сколько метров эта лестница? Да, формулировка этого автомобиля АЛ-50, то есть 50 метров у нас лестница. На базе КАМАЗ, то есть для чего? Для доставки, допустим, личного состава на высоту. И у нас есть суфотруб, по которому можно подавать воду на высоту, допустим, либо тушение сверху каких-то ангаров. То есть вот эта труба, она, получается, раскрывается она вместе с выдвижная, да, она раздвигается полностью, если все выдвигается, и, то есть сама труба телескопическая, то есть также она идет, называется суфотруб в основном. Также здесь цепляется у нас люлька, вот у нас находится. Бойцы помогают водителю, цепляют люльку, ее цепляем, то есть лестница раскладывается, устанавливается, стрелу поднимаем, кладем ее чуть ниже автомобиля, ребята цепляют, сразу на 2 бойца, допустим, и поднимаются наверх. Также сразу цепляют, бывает, что нужно зацепить лафетный стол, также лафетный стол у нас имеется, либо нужно там, если подцепить стволы, если работать со стволами. А вот я заметил, вот тут, да, типа ущик, и вот
Да, это называется концевики. Для чего они предусмотрены? Если, допустим, мы близко подъезжаем или подходим, допустим, водитель может быть не видеть снизу, чтобы не упереться вдруг в лестнице, там, здание само. Концевики срабатывают, происходит сигнал, водитель уже понял, что где-то наверху, допустим, где-то задымленность, он не увидел, что он близко уже к стене или к балкону. И он уже нажимает, уже понимает, то есть отжимает, они погасли, то есть сигнализатор сработал. Он отжимает, все, он потух, и он понимает, что он уже приблизился, если вдруг он не видит. Ну, да, поблагодарим Егора за очень подробный рассказ о пожарных автомобилях и двигаемся далее. Впереди у нас пожарное обмундирование. Испытано на себе. Испытано на себе. Итак, друзья, ну что, сейчас мы узнаем, что надевают пожарные, познакомимся поближе с обмундированием, и я еще попробую научиться надевать ее на время. Но вновь с нами Афанасий. Сейчас из чего состоит обмундирование пожарного? Боевая одежда пожарного предназначена для защиты тел от опасных факторов. Это у нас Начинаем со штанов. штаны, да. Одевайте. Грубый материал, да? Ага. Ну это от защиты тела от пожара. От пожаров. Огнестойкий. Да, огнестойкий, огнеупорный. Да, действительно. Сейчас форму подгоним под себя, а потом попробуем надеть на время. Но что-то мне подсказывает, что со скоростью будут проблемы. Так. Ага. Все тут на липучках. Это все для скорости, да? Да. По ощущениям, как будто очень сильно накрахмаленный не знаю, пиджак, даже не рубашка. Все на липучках. Верхняя часть называется как? Бушлат? Это бушлат? А? Куртка? Да. Просто куртка. Так, далее надеваем. Потом вот сапоги пожарного, она тоже предназначена вот металлическими еще. Я по виду я на них смотрю, Да. это как будто как обычные сапоги. На Во самом время тушения пожара, например, там они могут быть металлические конструкции, там, то есть гвозди. Простые сапоги не подходят такому. Так, тут у меня что-то. Так, далее у нас идет Ремень поясни. так, на ремне топор, карабин. Правильно делать? Да, правильно так делать. Топор с карабином. То есть он еще выполняет роль страховочного, да? В случае высоты, например, там, если эвакуация тоже вот производится путем этого веревки. пожарной. И вот каска. Это под шлемник. Норматив также все надо застегнуть, да? Да. Так, сейчас подготовим. Так, все? Я готов, да? Полностью уже готовы Ну что, к друзья, тушению пожара. вот такое вот обмундирование пожарных. Надо сказать, что такая ощутимый вес, во-первых. А могу я попробовать в обмундирование залезть? Ну, давайте попробуйте. До этого у меня это получалось. Давайте сейчас попробуем. Очень непривычно.
Ну, в целом, в принципе, понятно. Так, а выходит, кстати, вперед или Ну, как удобно. как удобно, да? Так, мне кажется, лучше так. Кстати, чувствуется, что в сапогах металл, то есть амортизации практически нету, да, здесь? Там она полностью подошва. И вот, Носок. да, носок, все металлическое. Друзья, это еще не все. Дело в том, что полностью обмундирование пожарного весит около 30 килограмм. Основной вес еще добавляет вот аппарат для дыхания, который сейчас также на себя примерю и расскажу про свои ощущения. Правильно, да? Угу, правильно. Где там? Помогите, пожалуйста. Маска куда крепится? Это сбоку, да? Маска на голову. Ну, вот эта лямка. А, вот эта лямка? Ага. То есть она всегда должна быть наготове. Ага. Так. Так. Каску снимите, ну вот так вот. И не забывайте, маска спасаемого. Маска спасаемая. Ага. Как она одевается? Ну, сверху тоже вот так. Так, ну что, друзья, все, 30 килограмм обмундирования пожарного находится сейчас на мне. Все, включая и баллон дыхательный, маска спасаемого, перчатки, сапоги. Кстати, хотелось бы отметить, что сапоги это еще летний вариант, а зимний он тяжелее еще, да? Зимний вариант еще тяжелее. И, соответственно, вот в таком виде пожарный выезжает на вызов. Кстати, у меня, по-моему, это заняло около 5 минут. А пожарные это делают буквально считанные секунды. Но об этом мы сейчас покажем вам. Также постараемся, по крайней мере, я очень сильно постараюсь узнать, насколько быстро я могу надеть костюм пожарного. Испытано на себе. Да, Афанасий, а скажите, какой норматив для надевания обмундирования? У нас норматив есть надевание боевой одежды 1.1. Это индивидуально одевается 27 секунд, а в составе отделения получается 29 секунд. Это надо удовлетворительно еще. То есть это на оценку 3, 27 секунд индивидуально. Да. То есть сейчас мне, если в школе я учился на хорошо, чтобы получить хорошо, надо быстрее, чем 27 секунд надеть. Друзья, ну до этого я уже сбирался в кабину, но это было без баллона. Сейчас попробую уже с ним. То есть все 30 килограмм на мне. Это гораздо труднее. Опа! Так, и, соответственно, здесь у нас... Так, еще надо попасть. В общем, я не буду садиться. Сразу выйду. Так. Если... Это самый нерасторопный пожарный сейчас был в кадре. Очень все медленно. Кстати, тяжеловато. Я уже нахожусь где-то продолжительное время в этом костюме. А это еще учитывайте, что вам нужно подниматься пешком по лестнице с бронзбойтом, с дополнительным оборудованием. В общем, очень нелегко. Так, сейчас мы покажем вам, как профессиональные пожарные одеваются, за какое время, и потом я попробую это повторить. Так, друзья, ну что, у меня в руках секундомер. Михаил сейчас готовится. Кстати, хотелось бы отметить, я думаю, вы уже заметили, что одежда пожарных уже находится в специальном положении для оперативного надевания, то есть чтобы как можно быстрее наряд мог выехать на вызов. Ну что, сейчас мы посмотрим. Михаил уже готов. В руках у меня секундомер. Так, откуда? Наверное, отсюда снимем, чтобы секундомер еще было видно. По моему сигналу, да? На старт. Внимание, марш!
Я еще засмотрелся и чуть попозже нажал, но 17:63, друзья. 17 секунд – это оценка отлично. Так, ну что, сейчас попробуем повторить рекорд Михаила. Так, готовы, да? Внимание, марш! А штаны застегивали? Да. Все. 25. 25. 3 с плюсом, да? 3 с плюсом, друзья. Ну что, для первого раза как нормально, наверное, да? Ну, есть, конечно, небольшие огрехи, но тем не менее, ну, я думал, минута уйдет. На самом деле, вот компоновка одежды, она, конечно же, играет свою роль, то есть не тратишь время там на поиск рукавов и так далее, то есть сразу 2 руки, и уже куртка буквально через секунду на тебе. Ну, Михаил, большое спасибо. Так, сейчас я отдышусь, и мы продолжим нашу передачу. Ну что, друзья, мы сейчас с вами узнали достаточно много о профессии пожарного. Самое время, наверное, познакомиться с самой частью, как она, из чего состоит. Здесь у нас получается гараж. С той стороны мы уже были в диспетчерской. Тут вход. И давайте пройдем на 2-й этаж. Там находится основное, ну, можно сказать, помещение, где располагают сами пожарные, руководство. Так, здесь, соответственно, находятся у нас кабинеты. Вот это вот очень интересная тема. Спусковые столбы. Я даже боюсь туда поближе подходить. И на самом деле, чтобы спуститься по этому столбу, нужен специальный допуск. То есть должен быть настоящий пожарный. Мне не разрешили. Ну, я и рад этому. Потому что высота здесь, ого-го. Посмотрите. Норматив выезда пожарной бригады из части составляет 1 минуту. И для ускорения, то есть когда это требуется, также пожарные спускаются по этой спусковой трубе. Вот, их 2, кстати, можно, то есть спускаться в 2 потока. Здесь также есть предупредительные таблички, что это на самом деле достаточно опасная дверь. Нужно аккуратно туда заходить. Так, ну что, мы двигаемся далее. Здесь, соответственно, комнаты. Так, комната отдыха, да? Ну, да, я так не буду показывать. Так, значит, комната отдыха. Также здесь кабинеты. Здесь находится учебный класс, где проходит... Сейчас проходит занятия, да? Да, проходит разбор пожаров. Проходит разбор пожаров, не будем мешать. Далее, следующее у нас здесь называется помещение для разогрева и приема пищи. Ну, я бы назвал столовая, да? То есть здесь все как дома. То есть большой стол, холодильник, микроволновая печь, электроплита, раковина, кухонная утварь. В общем, все, что нужно для того, чтобы подкрепиться во время обеденного перерыва. Ну и далее, конечно, чтобы поддерживать себя в форме, здесь, до этого мы сейчас дойдем, здесь большая просторная раздевалка. Сколько здесь кабинок? 40 на 40 кабинок, то есть у каждого пожарного есть своя кабинка. Термокамера – это душевая. Здесь находится душевые и сауна. Так. Вот сюда можно входить только в смену обуви, потому что это спортзал. Так, свет включим. А вот здесь. Очень хорошо оборудованный спортзал, то есть тут специальные полы, тренажеры, гантели. И получается после рабочей смены, да? По распорядку дня. 1 час списка готовки на смене. То есть в распорядке дня есть 1 час для того, чтобы
пожарные занимались физической подготовкой. Ну что, друзья, мы познакомились очень плотно с профессией пожарных, и хотелось бы поблагодарить 6-ю пожарно-спасательную часть города Якутска за подробный рассказ, за экскурсию. Я думаю, что многие из вас узнали много интересного из профессии пожарного. Ну и, конечно, в преддверии новогодних праздников хотелось бы обратиться к каждому зрителю, чтобы вы всегда соблюдали правила противопожарной безопасности, чтобы вызовов у пожарных было как можно меньше, ну а чтобы ложных вызовов не было вообще. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. С наступающими новогодними праздниками. Это была передача «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.